Добрый день, уважаемые жюри, участники конференции. Меня зовут Петров Люсхан, ученик 7 класса Русской школы. Разрешите представить мой доклад на тему «Исследование использования орнаментира в орнаменте якутских керамических сосудов». Этой темой я занимаюсь уже второй год. В прошлом году изучал нанесение орнамента в форме креста в круге с одинарными с двойными линиями и изготовил штамп из стальника для нанесения орнамента. Цель моей работы на основании изучения фрагментов керамики выявить художественные особенности самобытного якутского орнамента путем использования костяного орнаментира. Задача исследования фрагментов керамики с использованием костяного орнаментира. Доказать использование костяного орнаментира при нанесении орнамента. Актуальность обусловлена тем, чтобы доказать использование орнаментира для орнаментов. Новизна участие в экспедиции по поиску подъемного материала фрагментов керамики на долине Эркени. Уникальная находка 2020 года. Костяной орнаментир. Костяной орнаментир был найден в 2020 году в местности Кутулах-Тумха, над пастбищем урочища Чебахчи, Наговицына Прокопием Романовичем. Орнаментир изготовлен из кости неизвестного происхождения, но структура показывает, что это кость. Длина 4 см, ширина 1,3 на пол сантиметра, толщина 1 см. На одном конце толщиной пол сантиметра сделан вырез в виде угла для нанесения штампов по своей длине и при нанесении рядов давлений рожками орнаментира появляется орнамент в виде пояса с двумя рядами дорожек. Этот орнамент называется тангалай-ою. Такой орнамент наносится вокруг тулова сосуда, который служит как бы поясом изгороди кюре для сосуда. Мы оберегает пищу от злых духов. Орнаментир служил для нанесения орнаментов, начиная с татарской культуры и традиционной культуры якутов в XIX веке, что доказывает находками фрагментов керамики на долине Эркени. В местности Чевахче есть битей, чаран и ябут с орнаментами, нанесенными предположительно вот таким орнаментиром. Таким образом, мы шли к такому заключению, что орнаментирование являлось одним из самых увлекательных процессов в гончарной производстве, вместе с тем самым носил функции оберега. Нанесение орнаментиром, который служил как бы поясом изгороди кюре для сосудов со всех сторон света и, по вере народа Саха, оберегал пищу в керамическом сосуде от злых духов и нечистых сил. Костяной орнаментир служил для нанесения орнамента тангалай-аю, керамические изделия. В таком заключении я хочу подчеркнуть необходимость сохранять древние и современные традиции в нанесении орнаментов